Создалась еще одна возможность для дальнейшего укрепления экономического сотрудничества с Китаем. В рамках госвизита главы государства в Пекине был подписан ряд документов, направленных на развитие торговых отношений и реформ. Как отмечают экономисты, эти соглашения откроют новые перспективы для бизнеса, привлекут инвестиции, ну а самое главное – упростят торговлю, что положительно скажется на экономике обеих стран. Кыргызстан и Китай договорились развивать экономический сектор, реализовывая совместные программы. Впереди много работы, стороны должны выработать общие подходы. Соответствующий документ подписали Министерство экономики нашей страны и Госкомитет по развитию и реформе Китая. Прокладывает основы сотрудничества между двумя ведомствами по вопросам разработки реформ и стратегических документов. Китай на данный момент сохраняет свои лидирующие позиции основного торгово-экономического партнера Кыргызской Республики. Вопросы торгового оборота, если так вкратце рассказать, то торговый оборот с 2021 года увеличился в кратных категориях, то есть в 3 раза увеличился. В рамках меморандума также стороны будут перенимать опыт друг у друга и проходить повышение квалификации. Другим документом, который будет усиливать экономическое сотрудничество двух стран, это меморандум об облегчении групповых туристических поездок двух стран. Кроме того, Министерство экономики Кыргызстана и Министерство коммерции Китая будут вести переговоры по соглашению о торговле услугами и инвестициях. Было проработано подписание совместного заявления между Министерством коммерции Китайской Народной Республики и Министерством экономики. Данное совместное заявление подразумевает начало работы по налаживанию работы в сфере инвестиций и торговли услугами. Подписана программа развития между двумя странами в рамках инициативы «Один пояс, один путь», которая подразумевает развитие во всех спектрах направления. Это и культурно-гуманитарное, и энергетическое направление, которое в общем и целом будет тоже увеличивать наши торгово-экономические отношения. Экономисты отмечают, что, подписав эти документы, стратегические партнеры Кыргызстан и Китай выразили готовность вкладывать свои ресурсы в общее будущее, тем самым создавая новые возможности для бизнеса и инвестиций. В любой сфере, особенно когда касается экономического роста, она не должна останавливаться, она должна идти с ногу со временем и при этом применять лучшие практики. А Китай наш сосед большой, где больше возможностей, больше ресурсов, и мы должны перенимать их опыт по проведению реформы в экономике. В первую очередь это в аграрном секторе, которую они успешно провели, и на сегодняшний день они пожинают плоды. Вот мы имеем инвесторов. Инвестиции – это новые рабочие места, новые продукции и так далее. Это же очень, как говорится, актуально, тем более, как говорится, ресурсы на дороге не валяются, надо за ними бегать, а тут, пожалуйста, вот на уровне глав государства это высказывается поддержка бизнесменов и так далее. Экономика будет развиваться. Если мы будем развивать энергетику, будут развиваться другие отрасли, которые от этого зависят. Если будет сельское хозяйство, например, связь с туризмом, например. Отметим, что в рамках госвизита президента Садыра Джапарова в Китае был подписан солидный пакет документов, который включает весь спектр сотрудничества. Экономисты уверены, что все эти документы станут стратегической картой сотрудничества с нашим добрым соседом, верным другом и надежным партнером Китаем. Ахмур Нурдинова, Мирбек Чусупек, ЛТР, Бишкек.